Центральная улица Асканова в городе Малгобек поделена на две односторонние дороги, которые отделены бордюрными ограждениями и разделительным газоном. В будние дни улица охвачена городской суетой, но вот сегодня здесь проходят ремонтные работы. Асфальт здесь хоть и не потерял свою рабочую форму и еще имеет достаточный запас прочности для дальнейшей эксплуатации, но дорожники решили провести превентивные меры. Это в частности нанесение на дорогу выравнивающего слоя асфальта и замена бордюрного ограждения. Благодаря тому, что трасса Малгобек-Инаркия относится к 4-й категории дорог, строителям не пришлось перекрывать улицу полностью. Односторонняя половина дороги без трудностей справляется с трафиком города. Перекрытая же часть асфальта хоть и доставляет жителям некоторый дискомфорт, но они все же рады дорожникам. Работы по ремонту начались неделю назад. За этот период на 80% успели демонтировать старые бордюры. Их в дальнейшем заменят на стандартные. Старые превышали регламентированную высоту на 15 сантиметров, что делало их небезопасными для автолюбителей. Имеющийся асфальт уйдет под новый. Его снимать не пришлось. На этой дороге не соблюдены, уклоны, отсутствует, отвод воды с дороги организованный, нарушены уклоны. Устройством выравнивающего слоя асфальтобетона мы направим всю эту дождевую воду в ливневую канализацию. Здесь на этой дороге существует уже ливневая канализация. Можете видеть дождеприемные решетки, колодцы. Вся вода будет направлена именно вот в эти дождеприемники выравнивающим слоем. Затем будет уложен верхний слой асфальта. Дорожный участок в скором времени обновит свой вид и функционал, а в планах Автодора пустить на реконструкцию еще несколько дорожных объектов. После окончания ремонта данного участка мы планируем на 2021-2022 года автодорогу подъезд Сагапши и продолжение данной дороги Малгобек-Инаркия. Реконструкция будет. На ремонт асфальта по улице Асканова протяженностью в 1300 метров выделено 48 миллионов рублей. Дорога остается в той же 4-й категории. Рабочие просят местных жителей проявить сознательность и соблюдать на участке скоростной режим. А те, кто живет рядом, может не беспокоиться за шум строительной техники. Их рабочий день начинается с 9 и заканчивается в 6 часов вечера, без второй смены. Дорожники планируют сдать объект к концу августа. Идрис Ижиев, Адам Гулоев, Магомед Белакиев, Новости 24.